Хотел бы всех поздравить с предстоящим месяцем Рамадан. В мусульманском мире это как весна. Вот хочу напомнить рассказ Валерии Ивановны Пороховой. Она говорила лично. Она здесь выступала на площадке штаба «Татар» 4 раза. Мы с ней давно дружим. И вот последняя встреча, которая у Пороховой была, она была именно у нас на площадке штаба с нашей молодежью. Вот она говорила, ее слова: «Я с нетерпением жду этот месяц для того, чтобы все сложные дела, все запутанные дела, работы какие-то, все я откладываю на этот месяц. Именно в месяц Рамадан у меня бывает работоспособность, у меня бывает целеустремленность, и у меня бывает высокий очень КПД». Вот это ее слова. Что касается нашей организации. Мы 26-й год в Москве проводим месяц Рамадан. В прошлые года это было 7-8 ифтаров. Мы, последний наш проект, последние вот 7-8 лет, это мы проводим обязательно ифтар для башкирских студентов. Мы проводим обязательно ифтар тюркской молодежи и тюркских организаций. Что у нас появилось последние 2 года? Мы сейчас проводим ифтар отдельно для ученых и мурз Москвы. Вот, эти ученые и мурзы, мы их собираем. К сожалению, некоторые из них православные. Естественно, намаз они не читают, но они всегда приходят на наш ифтар, вот эти мурзы и ученые. Обязательно также по традиции мы проведем тюркскими народами, проведем с башкирской молодежью. Вот в прошлом году у нас было рекордное количество 14 ифтаров. У нас организовали ифтар наша инициативная группа мордовских татар молодежи, пензенских татар, нижегородских татар, 3 ифтара организовали. И нам было очень приятно, когда наши выходцы, когда уже они 10 лет назад были нашими активистами, сейчас они уже в штабе бывают редко, и вот они у нас появились. Эти 4 семьи, которые образовались и познакомились здесь у нас, на нашей площадке, они пришли со своими детьми, и вот они с нашей молодежью тоже провели ифтар. Это в какой-то степени результат нашей деятельности. Также результатом нашей деятельности мы считаем, что каждый год, благодаря нашей разъяснительной работе, ифтар начинает все больше и больше, значит, молодежи бывают привлечены к ифтару. Мы несколько раз в год проводим первый намаз. И вот после этой разъяснительных работ с хазрятами для выступления перед молодежью мы сами, не имея мусульманского образования, это мы представляем хазрятов. У нас хазряты самые разные приходят, самые разные. Ну, некоторые, которые вот нравятся больше молодежи, мы обязательно вот их приглашаем. Идет такая в форме диалога, такая разъяснительная беседа. Бывает очень интересно. И вот люди, которые сомневаются, которые еще думают, значит, держать пост или не держать, они начинают держать пост вместе со всеми. И вот главное, что делаем мы, я не в плане каких-то нравоучений, но почему я бы как-то призывал и все другие мусульманские общественные организации, чтобы проводить больше разъяснительной работы перед ифтарами. Что такое ифтар? Как умственно, как духовно к нему подойти, о чем думать, как мы ведем себя в этот месяц Рамадан. Мы стараемся в разговоре, в мыслях, в поведении, конечно, себя ограничивать, но наша задача, чтобы и потом мы себя так вели, чтобы мы, значит, у нас был ифтар и в разговоре, и в мыслях, и в поступках, и в действиях. Вот. Поэтому, значит, к мусульманству, поскольку у нас все-таки промусульманская организация, мы эту работу стараемся проводить. Мы стараемся, чтобы у нас все вягази были на татарском языке. Для нас это очень важно. Мы рассказываем каждый год, не уставая, историю, что все-таки татарская нация, она во многом сохранилась благодаря мусульманству. Что татарскую нацию сохранили хазряты в этих медресе всевозможных, вот в этих учениях, в мечетях. Поэтому для татарской нации мусульманство – это один из самых важных вопросов, которые мы должны продолжать. Мы призываем молодежь, вы узнайте, поговорите со своими бабушками, а как она постилась 60-70 лет назад, как у вас родители постились.
как тогда было к этому вопросу, к ифтарам отношение. Поэтому вот это же история. Этот ифтар, он же был до нас сотни лет назад. И наша задача, вот это вот наши традиции, наш фундамент, наш милли-рух, наш иман мы должны сохранить и передать будущим поколениям. Вот это наша задача. Я призываю всех активно участвовать в этом ифтаре. К нам на ифтар приходят люди, которые и не держат, может быть, пост нынче, но они находятся рядом с нами. Рядом с нами начинается трапеза ифтара. Они видят, да, после коллективного намаза, значит, все это, как мы садимся за стол, читаем дага и приступаем к приему пищи. Вот. Мы не ограничиваем. И все равно это идет какое-то воспитательное, конечно, значение. Вот. Всех с предстоящим праздником. Давайте мы в этом месяце забудем какие-то передряги, забудем обиды, забудем какие-то, может быть, мысли у нас не совсем халяльные, да, будем говорить. Поэтому всех поздравляю с праздником, желаю вот этот ифтар провести до конца. И, значит, как очищение, как новое рождение с новыми мыслями. Встретиться уже, получается, после 10 апреля, вот эти 3 дня праздника за праздничным столом после поста. Спасибо.